Что такое человеческая жизнь? Мгновение во Вселенной. Эпизод от рождения до смерти в масштабах планеты. А в нашей памяти это поступки. О чьей-то жизни можно сказать только несколько слов. Неплохой был человек. А о другой — писать книги, снимать фильмы, рассказывать, вспоминать и благодарить Бога за то, что эту жизнь видел и даже в какой-то мере был ее частью. Мы стали свидетелями такой жизни и сняли о ней фильм, чтобы увековечить память о преосвященном епископе Зосиме, правящем архиерее Якутской Иленской епархии с 2004 по 2010 годы и почившем на якутской земле. Доверчивые глаза, чистые детские души. Добро или зло, любовь или ненависть станут в них главными. Когда, как не сейчас, помочь этим детям увидеть красоту мироздания и влюбить их в жизнь. Духовно-просветительский центр для детей и юношества в Якутске был последним и самым главным строительным объектом, которым занимался покойный архипастырь. В него он вложил все знания, умения, душу и сердце. Но сердце отказалось выдерживать непосильные нагрузки. 8 мая 2010 года. Крестный ход с иконой святого Георгия. Сердце ныло, но отменить крестный ход или отказаться участвовать в нем владыка не захотел. Он всегда стремился выполнять задуманное. Христом Твоим жительством, спаси, Господи, люди Твоя, благослови достояние Твое. «9 мая в светлый праздник Великой Победы, в воскресный день епископа Зосимы не стало. Закончить свой земной путь в пасхальные дни — это особая милость Божья. Отслужив литургию, приняв святые дары, владыка скончался. Тихо, мирно, не постыдно. Еще молимся о упокоении души усопшего раба Божия, новопредставленного преосвященнейшего епископа Зосимы, и оеже проститеся ему всякому прегрешению, вольному же и невольному. Епископа Зосимы, и еже проститеся ему всякому прегрешению, вольному же
и невольному. Вечную Кто сказал, что Якутия – забытый Богом край? Якутия – земля благословенная, ибо Господь благословляет на служение здесь самых лучших и достойных своих сынов. Вспоминая историю, мы можем назвать множество тех праведников, кто, не жалея себя, помогал якутянам избавиться от предрассудков и увидеть свет Христов. Святитель Иннокентий Вениаминов, самый почитаемый в нашей республике святой. Ведь это его трудами и молитвами якутская епархия стала самостоятельной, а народ Саха услышал Слово Божие на родном языке. Епископ Дионисий Хитров, отдавший нашему северному краю 43 года своей жизни. Он составил грамматику якутского языка и был председателем комиссии по переводу священных книг на языки народов Якутии. Епископ Иаков Домский, принявший архиерейскую кафедру в 60-летнем возрасте. Он открыл первую публичную библиотеку в Якутске. Мощи Преосвященного Иакова хранятся в Градоякутской Никольской церкви. Епископ Милетий Заборовский, покоривший всех своей добротой и кротостью, но умевший быть непримиримым и решительным в борьбе с пороком. Первый архиерей, восстановленный после гонений советской власти якутской епархии, ныне архиепископ Курский и Рыльский Герман Моралин. Он начал свое служение в единственной в республике действующей церкви. За 11 лет его подвижнических трудов было восстановлено и построено 18 храмов, создано 49 приходов. И, наконец, преснопамятный владыка Зосима. Опыт становления якутской епархии уникален. Чтобы служить здесь, надо полностью отдаваться воле Божьей, оставляя свои интересы. В наше время такие подвижники встречаются нечасто, и владыка Зосима – один из немногих. Короткая, но цельная жизнь его началась в сибирском городе Красноярске. В день прославления святого Даниила Московского 12 сентября 1963 года. Родители владыки – Василий Семенович и Эмма Михайловна Давыдовы. Кроме Игоря, так звали епископа Зосиму до принятия монашества, в семье было еще 2 детей, которых старший брат очень любил. Он никогда плохих слов не говорил. Никогда. Никогда он, значит, вот с детьми грубо не разговаривал. Всегда такой лаской объясняет. Вот он с этих лет, вот видно, себя вот так готовил. Уже в детские годы у Игоря проявился талант духовничества. И стало понятно, что ему уготовано особое место в этой жизни – служение Господу. А значит, людям. Мы с ним ездили, значит, в Сергиев Посад. Вот, и там он впервые, значит, увидел монахов. И прям бежал за ними, все смотрел. Потом я показала, где они учатся. Потом вроде как все это забылось. А он, когда уже поступил, и говорит: помнишь, мы ходили, я себе дал слово, что я буду там учиться. Прошел не 1 год, прежде чем Игорь воплотил свое желание стать монахом. Наступил тот возраст, когда ребенок превращается в сознательного, думающего человека. Когда он уже закончил 10 классов, вот он начал говорить, что я пойду в историко-архивный институт. Он любил в архиве копаться, вот именно такие исторические материалы собирал. Я убедил его, что надо в железнодорожный поступить, поскольку у моей жены отец был начальник управления железной дороги в Красноярске, награжден 2 орденами Ленина, был такой известный железнодорожник. Я говорю: вот, давай поступай сюда. Он поступил, но полгода проучился и вдруг бросает. Я говорю: какая причина? Он говорит: отец, я не хотел тебе говорить, но скажу. Я хочу поступить в духовную семинарию. Но если я закончу железнодорожный институт, меня туда не примут. В то время молодежи очень сложно было уходить в монастыри.
Было много запретов. Тем, кто заканчивали высшие учебные заведения, было очень сложно поступить в духовные учебные заведения. И попасть в монастыри тогда тоже было очень тяжело, особенно молодым людям. Вот, и владыка хотел попробовать поступить в Псково-Печерский монастырь, поскольку как бы, это далеко от Москвы, немножечко окраинное место. И он надеялся, что, может быть, там его примут. Вот, тем более у него корни были с Псковщины. Вот. Вот. Ну, это было все неофициально. Это как бы существовали государственные запреты, давали разнарядку в духовные учебные заведения, чтобы людей с высшим образованием не принимать. И я знаю многих молодых людей, которые по несколько лет пытались поступить. И это, ну, такое было время. И он поступил в художественное училище. А почему в художественное училище поступил? Дело в том, что у нас в семье все склонны были к рисованию. Вот. Я тоже вот написал несколько картин. Когда вот в художественном училище он учился, там встретился он с одним мальчиком, вот сейчас уже, конечно, батюшка, Виктор Клентухов. Он, значит, когда с ним разговаривал, говорит, тебе надо окреститься. Вот он его окрестил. Все это делалось втихомолочку, потому что все же как ЦК комсомола работал. Вот. И он стал в церковь ходить, стал там даже работать, помогал. Но пришло время отдать долг родине. И будущий пастырь был призван в ряды советской армии, где тоже оставил о себе хорошую память. Где-то на втором году службы я к нему заехал. Познакомился с командиром полка, с командиром дивизии. Ну и вот они говорят, вы знаете что, мы хотели бы вас поблагодарить, что ваш сын сделал так, что мы заняли первое место среди всех этих железнодорожных полков и войсковых частей. Я говорю, что же он сделал? Ну, пойдемте, я покажу. Подводит меня к штабу, сходим с тыльной стороны, и вот пятиэтажное здание, вот с первого этажа до пятого этажа панно. Там, значит, воин со знаменем, там танк, там какие-то пушки, там где-то самолеты, что ли. Я говорю, и что это, он так лазил? Он говорит, да, леса были у него здесь. Он собирал, говорит, вот эти самые плитку на помойках, ходил, говорит, с ведрами, там ему помогали. И он это сделал. Господь приводит к себе людей в разном возрасте, в младенчестве, глубокой старости. Игорь Давыдов обрел веру во Христа тогда, когда пришло время определить свою дорогу в жизни. Владыка выбрал нелегкий путь, поэтому так серьезно и вдумчиво относился он к своей миссии. Внутренний я действительно переродился, стал верующим человеком, и это повлекло за собой уже желание служить Господу не просто какими-то урывками, потому что, живя в миру, я, естественно, только часть времени мог посвящать Господу, ходя на службы, как, впрочем, любой верующий христианин. Но мне это оказалось мало, и в результате я поступил в семинарию, окончил ее, потом стал иноком Троицы Сергия Лавры, и в раке преподобного, по милости Господней, принял постриг монашеский, стал монахом. Теперь уже по той же воле Господней был переведен в Свято-Данилов монастырь, и здесь нахожусь в братстве этой святой обители. Вам было 18 лет, когда уже? Когда я пришел к Богу, да, мне было 18 лет, а уже в семинарию я поступил в более зрелом возрасте, мне уже было 25 лет. С какого года вы здесь живете? В этом монастыре? В этом монастыре я живу уже почти год. До этого я был в братстве Троицы Сергия Лавры. В наше время монах вынужден жить далеко не в комфортабельных условиях, потому что живет он непосредственно в таком общении с миром, и это накладывает на него определенные
рамки поведения, потому что, конечно, большинство братьев согласились бы уехать куда-нибудь подальше, но в наше время на монаха накладывается определенная обязанность. Он должен быть благовестником, он должен показывать Бога, показывать жизнь по Боге и благовествовать людям, жаждущим Бога, свое вот внутреннее чувство, вот, веру. Потому что, как сказал Тертуллиан, душа по природе своей христианка. И действительно она очень метется до тех пор, пока не найдет Бога, пока не найдет ему пути. Путь это бывает долгий, очень долгий даже. Но тем не менее, когда она найдет наконец свою конечную точку, то есть Бога, обретет свою надежду в Боге, уверенность, веру и любовь к Богу почувствует, тогда действительно понимаешь, что это как раз тот самый потерянный рай или тот утраченное счастье, к которому так метется всякий человек. В Якутию епископ Зосима приехал духовно опытным. В его багаже были служения в Троице-Сергиевой лавре, Свято-Даниловом монастыре, на Святой Земле в Иерусалиме. Вот кадры знакомства владыки со своей будущей паствой. Он совсем недавно примерил облачение епископа и пока чувствует себя неуверенно. Как примет его якутская земля? Чем заслужить доверие? Молодой архиерей знал ответ. Искренность и любовь – вот главное в отношении к людям. В своем напутственном слове святейший патриарх предупредил новорукоположенного епископа, что в далекой якутской епархии все еще требуется немало усилий по просвещению и воцерковлению людей, поэтому служение будет нелегким. Но владыка Зосима трудностей не боялся никогда. За работу принялся без оглядки и сомнений. Само восстановление якутской епархии, ее становление уже в новое время, конечно, мы связывали с деятельностью владыка Германа, очень его любили, уважали в республике. И когда он уходил на другую работу, то немножко было тревожно, кто будет вместо него, значит, а как у нас дальше будет развиваться православие, церковь, как он сможет понять вот наши особенности, наши условия в Якутии. И когда назначили владыку Зосиму, первый раз мы встретились, я к этому времени работал уже президентом республики Саха-Якутия, то как-то, знаете, с самой первой встречи все тревоги прошли, потому что владыка Зосима, он просто подкупил, знаете, таким искренним, что ли, искренней добротой, и ну, вообще какой-то он такой очень светлый человек, и сразу почувствовал, что он очень хочет работать, очень заинтересован в церковных делах. Владыка сразу стал таким инициатором, лидером. Значит, он все время думал о том, какие новые пути развития должны быть в нашей епархии. И это ведь такое сложное дело, потому что, ну да, конечно, мы очень много строили вместе с ним, и вот за последние годы построили 16 церквей у нас в республике, причем это такие современные, каменные, не просто какие-то восстановленные старые. Да, конечно, увеличилось число прихожан, как бы церковь православная в Якутии, она начала развиваться вширь, но ведь надо было еще обеспечить и качество ее, что ли, развития. Это с очень многими вещами связано. И, конечно же, во многом благодаря владыке Зосиме все-таки произошел такой перелом, когда начало больше внимания уделять таким вещам, которые связаны с национальными особенностями нашей республики. Все-таки у нас народ многонациональный, люди как бы по-разному воспринимают религиозное учение, и надо было донести до каждого, а это значит, надо и переводить литературу на якутский язык, это значит организовать служение на якутском языке, это надо побывать в далеких уголках нашей республики. И он побывал. Побывал почти везде, даже в самых отдаленных местах. В одном из них люди видели священника 90 лет назад. Немало было и забавных случаев. Однажды во время миссионерской поездки в поселок Сангары обратил на себя внимание один местный житель, который крутился возле духовенства и всех спрашивал: «Это владыка? Настоящий владыка? Владыка Зосима?» Получив утвердительный ответ, он выдохнул: «Вот это да! Теперь буду рассказывать детям и внукам, что видел самого владыку Зосиму». Особо памятны миссионерские поездки по реке Лени.
в которых участвовали студенты Калужской духовной семинарии, Московского государственного университета и Православного Свято-Тихоновского университета. Владыка служил литургии, совершал таинство крещения, а ребята устраивали концерты, на которых звучали духовные песнопения. Следуя за Господом во всех своих делах, Преосвященный Владыка заслужил такую любовь народов Якутии, что смерть дорогого пастыря повергла всех в шок. Якутск – день прощания с почившим епископом. Владыка не ограничился только своей церковной деятельностью. Он принимал самое активное участие в общественной жизни нашей республики, в общественном консультативном совете при президенте республики Саха-Якутия, в других общественных формированиях. Его главной идеей, главной задачей, которую он считал для себя, это, конечно, было сохранить в республике мир между людьми разных национальностей, между людьми разных конфессий, сделать все, чтобы республика процветала и чтобы гуманная идея охватывала души всех людей. Мне приходилось часто встречаться с владыкой и по служебным делам, и по общественным делам, и просто в личном плане. И для меня лично, как и для огромного количества якутян, владыка навсегда останется в сердце, запомнится как человек, который был исключительно добрый. Человек, который всегда готов был выслушать, всегда готов был поддержать, посоветовать, укрепить в чем-то. Но, конечно же, человек неукоснительного долга и соблюдения всех канонов веры. Но не только в Якутии скорбели о епископе Зосиме. Плакали в Москве, в Красноярске, Сергиевом Посаде, Иерусалиме и везде, где владыка побывал хоть раз. Иерихон – самый жаркий город Израиля. Здесь тогда еще отец Зосима был настоятелем церкви на участке русской миссии. Это было давно, в 98-99 году в Иерусалиме, когда приехали здесь, как помощник отца-начальник, отец Феодосия миссии. Нас встречались, не было такой близкое отношение по знакомству. Но близкое отношение, когда получили это участок Иерихон в 2000 году. Когда господин Ясер Арафат, наш президент, вернул этот участок, собственно, Россия. Он знал это для россиян. С этого момента начало такое хорошее отношение, начал узнавать, кто это
Засима, батюшка Засима. Я начал чувствовать такой честный человек, хороший человек. Я работал в русской церкви, почти 30 лет работал. Как владыка Засим, не видел. И самое главное здесь, была такая жара летом, когда 45-50 градусов. Терпел. Он знал, что у него проблема в сердце. Но он постоянно веселый человек. И ради этого, как непонятная ситуация, решили наша власть здесь оставить телохранителей. Почти 20 человек, круглый суток они здесь. Сторожит и между нами и Зарубежной церковь. Здесь. С этого сторожи, которые телохранители, они мусульмане и верующие. Некоторые у них начали трудить с владыка Засим. Учили русский язык, арабский язык они учили владыка Засим. И один из них мне сказал, вы знаете, если бы знал, что такое православный, как владыка Засим, много есть, я так чувствую, должен принимать православный. Один, Вячеслав Денига, он сейчас трудник, работает в Горне. Он не верующий. Как, кстати, он замужем 17. Жена был у него. Как? Не вместе. Он не верующий. Владыка Засим видел, как. Хороший человек, но не верующий. Сказал, ты мне нужен. Давай помогайте мне там. Через 2-3 недели остался человек верующий. И когда умер владыка Засим, целый час-полтора часа он плакал. Я с ума сошел, когда он умер. Я говорю, ну лучше бы я сдох. Я уже прожил, а он вообще не жил. Совсем не жил. Ну что это, 46 лет? Так. В Орехоне мы с ним встретились. Познакомились. Но я сразу как глянул, сразу понял, что человек это хороший. Я вам говорю, мы вот смотрите, в Волгограде храмы строили, в Рязани строили, в Тамбове строили, вот сейчас в Смоленске строили, под Белоруссией, везде. Ну таких батюшек я вообще, он владыка стал, не встречал никогда. И вообще он мог с людьми обращаться. Вот мы там работали, он никогда, он такой, знаешь, ему не надо ничего, никаких ни денег, ни машины, ни дачи. Это его не интересовало, ему это не надо. Ему, если кто-то там пожертвовал что-то, он взял рабочим, раздал всем. Раз в 100 лет такие рождаются, это все рождаются только. Благодаря владыке Засиме трудник Станислав стал верующим, а младшего своего сына отдал на служение в церковь. Мы познакомились с владыкой, неся послушание на Святой Земле. Иногда же мы от человека скрываем, от окружающих, только Господь знает наше сердце. И вот этому батюшке можно было положиться во всем и поделиться о всем. Святая Земля – это великая святыня. Вот и здесь сам Господь помогает. Но искушения более сложнее, более такие сильные, чем где-то, вот, допустим, послушание в России. В наше время столько много обид, недовольств, зла какого-то, вот такой, при, казалось бы, хорошей материальной жизни, вот, однако вот на духовном поприще вот такое. И с владыкой было легко. Легко. Всегда он смотрел к горе, то есть на небо. И когда даже вот какие-то, вот, казалось бы, ситуации такие неразрешимые, думаешь, ну все, вот все. И он всегда выходил из этого, вот, ну, будем говорить, просто. И действительно думаешь, а чего ты думал, чего ты раздумывал, и чего ты тушевался, ведь оказывается так все просто. Вот. И на Святой Земле то же самое. Я помню, уж казалось бы, вот просто вот света нет. И ему говоришь на исповеди, а он всегда говорил, ничего, матушка, прорвемся. Вот. Он имел в виду, что это все разрешимое, прорвемся, пройдет это. В Москве, в Даниловом монастыре, где тогда еще отец Засима нес послушание Ризничева, до сих пор никто не остается равнодушным к имени любимого духовника. Здравствуйте. Я сотрудник охраны казачьей Данилова монастыря. Разрешите узнать, у вас есть благословение на съемку? Да, у нас благословение есть, и мы снимаем фильм о владыке Засиме. Вы не знали его? Ну, а как же? Это праведный человек был. Я не хочу
сказать, что я его близко знал, ну, как бы благословлялся у него и приходилось немножко так общаться и советоваться с ним. Я когда пришел на Данилов монастырь на службу, он как раз уже был владыкой Якутским и Ленским. Он приезжал сюда в гости к отцу-наместнику, к игумену Иннокентию, они дружили. Ну, могу вам засвидетельствовать, что человек был праведник. И мы никто не сомневаемся, что он сейчас у престола Христова и молится о нас. Владыка Зосима, молю Бога о нас. Ой, спасибо, Господи. Владыка Зосима как раз относится к той категории духовников, которые, видимо, от Бога вот имеют ту благодать, и эта связь, она непрерывна. А поскольку его сердце было любвеобильно, а мир горний, он ведь живет по закону любви, и если он не может помочь просьбу какую-то, он мучается, он потом всячески старается помочь. И мы знаем из литературы уже прославленных старцев, из жизнеписания, что они всегда говорили: приходите ко мне, просите как у живого, я буду вам помогать. Я думаю, что Владыка Зосима, он как раз относится к такой категории вот священнослужителей, духовников, что он своей молитвой вот эту связь не прерывает со своими чадами, с теми, кто он знал на земле. И если кто-то будет просить его содейственной молитвы, то он не оставит свою помощь, свою молитву, и наверняка его молитва, она будет действенна, потому что человек, он был необычный, любвеобильный, и Бог таких людей, я думаю, как бы просьбы таких людей Бог вот всегда исполняет, и если его просьба присоединится к просящему, то его эта просьба будет действенна. Отец Зосима был человеком души. Отец Зосима был человек, но о нем, вы меня простите, нельзя говорить спокойно. О нем, говоришь, вот не просто как стих прочитал, а вот просто как прожил жизнь с ним. Он же понимал нас. И вот мы к нему придем, от него уходишь с душой, вот легко. Прям, я не знаю, как будто поговорил с матерью, с отцом. Даже нет, наверное, не с матерью, с отцом. Наверное, вот вы знаете, с бабушкой. Вот это люди прожили жизнь, и они понимали. Вот так и отец Зосима нас понимал. И поэтому мы всегда, когда у нас горе, мы идем к нему, у нас радость, мы тоже идем к нему. И он радуется вместе с нами. Вот. И он уехал от нас в Якутию. И вот, знаете, как рана была. Она потом со временем зажила, но рана эта осталась. И он все равно в наших душах, в наших сердцах. И мы всегда о нем думаем, мы всегда о нем говорим. И вот, когда отец Зосима покинул этот мир, и дай Бог ему Царствие Небесное, и дай Бог, чтобы ему легко было, так как нам легко было после того, как мы от него уходили. Москва. Комната владыки в квартире родителей. Это вот его комната. Ну что сказать. Очень больно смотреть сейчас на фотографии. Еще, конечно, время прошло мало, как его не стало. Он очень много читал, много очень занимался. И вот эти вот святыньки все, особенно вот батюшка Крестьянкин, он к нему ездил, и тот благословлял его на многое. А его духовником был Кирилл, отец Кирилл. Иконы, книжные шкафы, рабочий стол, аналой, на нем Святое Евангелие, здесь епископ Зосима исповедовал. Всегда букет свежих цветов, которые приносит его духовная дочь, флорист Галина Петровна Кондратьева. Все здесь так же, как при жизни сына. Когда он уехал в Якутию,
что он стал изучать историю Якутии и полюбил ее всем сердцем. И все старался, чтобы в Якутии было очень хорошо. Это келья владыки, где он жил все эти годы, молился обо всех, о Якутии, о многих своих чадах в разных уголках, не только нашей страны, но и мира. Такие слова Священного Писания: «Ты, Иерей, вовек от почину Мелхиседекова». Вот, о владыке всегда можно было сказать, что он от рождения уже предуготован был для этого служения. Владыки очень много звонили и присылали смс-ок. Сейчас, знаете, такое время современное, все очень, да, все время коротко. И как бы письма уже люди мало пишут, да и некогда в основном отвечать. А вот эти вот короткие сообщения с просьбой помолиться, рассказать о каких-то, там, поздравить с чем-то. И вот у владыки был такой СМС-час. Он поздно вечером, вот он не ляжет спать, пока он не ответит на все эти СМС-ки. А их бывало до 100, там, могло прийти одновременно. Вот. И он вот так вот, все москвичи удивлялись. Говорит, мы все ответы от владыки получали, когда в Якутии ночь глубокая. У нас-то, говорит, нормальное время. Вот. И мы говорим, когда же он спит? Владыка Зосима был талантливым пастырем. Имея дар утешать, поддерживать, он осторожно направлял человека, как бы указывая ему правильную дорогу. По всему миру у него было много духовных чад. Анастасия и Екатерина, сестры-близнецы, сопровождали своего духовника от самого рукоположения в иеромонахи. Я пришла к владыке, я уже воцерковилась в таком сознательном возрасте, 24 года. И первая моя сознательная исповедь, на которую я пришла, была вот у владыки. Хотя он был молодым иеромонахом, казалось бы, но как молодого его никто не воспринимал священника, как-то вот все уже к нему вот настолько чувствовалась в нем какая-то действительно духовная зрелость, благодать, что вот уже к нему шли действительно за решением, вот как к какому-то духовному, такому опытному духовнику. Поскольку я вот уже в таком возрасте пришла, то хотелось сразу поменять свою жизнь. И казалось, что единственный как бы выход, вот то, что раньше была какая-то мирская жизнь, все, сейчас было устремление, я думаю, как у многих, вот кто неофиты приходит, казалось только в монашестве. Действительно было очень как бы такое горение, желание. Хотя я тогда сама не понимала, способна ли я на это. Но казалось, что вот все прошлое зачеркнуть, уйти в монастырь. И долгие вот 10 лет я к этому шла, думала, что я должна, это мое. Вот. И что интересно, что когда мы поехали вот с владыкой уже в Якутию, тоже, конечно, это восприняла как промысел Божий, настолько хотелось как-то вырваться из обычных условий, вот этих вот узнать жизнь другую, где суровые условия, другие люди. Вот. И приехав в Якутию, мы там поселились в Женском Покровском монастыре. До сих пор с огромной благодарностью вспоминаю матушку, сестер. Столько это дало на всю жизнь. Вот. И я тоже думала, что буду принимать постриг. Просила владыку молиться. Владыка других вот сестер, которые с ними приехали, постригал, мой постриг откладывал. Хотя я вроде и просила, уже даже пошила монашеское облачение. И вот в один день как-то я захожу в кабинет владыки, а он мне говорит: Катюша, ты знаешь, тебе надо смириться, что нет тебе воли Божией принимать постриг, это не твое, я тебя постригать не буду. У меня, конечно, такое недоумение в душе. Я думаю, ну как же так, вот 10 лет, такой как бы осознанной жизни, подготовки. Думаю, что же я теперь буду делать? Я говорю, владыка, ну а как жить? Говорю, одной, что, чем заниматься, чему себя посвящать? Говорит, молись о замужестве. Я говорю, владыка, ну сейчас же так трудно выйти замуж, кого-то найти. Говорит, ты молись просто, не надо искать никаких знакомств специально, там в интернете, через друзей, через как-то просто молись Богу. Если есть воля Божья, Господь твой путь управит. Вот, и так получилось, что буквально через год открывается Якутское духовное училище, владыка его открывает. Приезжает преподаватель, и я, и моя сестра, мы с ней близнецы.
Мы обе, так, я думаю, по молитвам владыки, по благословению вышли замуж как раз за преподавателя Якутского духовного училища. Многих людей епископ Зосима, что называется, вел по жизни. В Якутии всегда рядом с ним был секретарь епархии, иеромонах Ефрем. От его руки я принял и монашеский постриг, от его руки я принял и посвящение и в сан дьякона, и в сан священника. То есть вот первые мои шаги как монаха и как священника были вот именно под его духовным руководством. Были моменты, действительно, когда, ну, раз где-то можно было обидеться на владыку, там, ну, всякое по работе, не без этого. Но в то же время всегда поражался тому, что владыка всегда первым шел идти прощение. Это уже было таким примером, что уже многие понимали, если что-то случилось, лучше первым подойти, потому что пойдет архиерей просить прощения. Ну, это немножко было, ну, непривычно. А владыка сам сказал, если я архиерей, то я должен смиряться больше всех. Это вот его. Он никогда меня поражало, что вот когда приходил он на трапезную, он никогда не высказывал недовольства. Вот что там приготовили, как приготовили, что ему давали, то он и ел. Я там мог, конечно, заметить, там что-то, может, не в порядке, там начинал глазами вращать, стращать поваров. Но владыка никогда себе такого не позволял. Он всегда все принимал с такой с любовью, благостью. Говорит, что заслужил, то и получил. Епископ Зосима заслужил многое. Главное – нашу с вами любовь. Господь одарил его щедро, и он щедро делился своими талантами. Наверное, самый ценный талант владыки – дар духовничества. Много историй услышали мы о том, как он умел утешать. Есть и удивительные. Был один случай такой вот яркий, со знакомой моей сестренки. У нее ее подруга была беременная, и ей все врачи на ультразвуке однозначно сказали, что ребеночек в утробе уродом родится, вообще там чуть ли не без ножек и без ручек, что надо делать аборт. Она в слезах, что делать, что как бы она понимала, что она не может допустить вот родиться такому ребенку. Настя ее отвела на исповедь, тогда он еще был батюшкой, молодым батюшкой в Даниловом монастыре. И она пришла просто вот со слезами, что она уже все, у нее уже была с собой готова сумка. Она говорит, я не могу, я не перенесу рождение вот такого ребеночка. Владыка ее исповедовал и сказал, я это беру на себя, будем вместе молиться. И потом, значит, летом у нас была поездка в Иерусалим, тоже незабываемая с владыкой. И вот на гробе Господнем владыка служил, молился тоже за эту рабу Божию, которая носила ребеночка. И как раз на следующий день после этого Настя звонит ее подруга и говорит о том, что родилась совершенно здоровая девочка. Сейчас ей уже лет 15. Это удивительно умная, сообразительная девочка. Действительно, просто тут крепыш какой-то здоровый. Говорят, что для епископа первая кафедра как невеста, самая любимая и памятная. Владыка Зосима спешил сделать для своей невесты как можно больше, как будто боялся не успеть. Он вот такой чистый, такой прагматик, практик человек был. У него обычно никаких фантазийных планов не бывало. У него вот все вот исходило из жизненного опыта. Я думаю, то, что он планировал, ну вот так, исходя из целесообразности положения и так далее, это все решалось. Я видел в Москве много раз, как он договаривался, как он добивался. Даже вот божественной литургии в храме Христа Спасителя 9 декабря 2000 года. И сколько радости было, вот, когда это все исполнилось, с молитвами, с песнопениями на якутском языке. Это же уникальное событие. Это не каждому епископу вот так дано добиваться. И как он там бегал, я очень хорошо помню. И это было огромное достижение всей республики, вот, православной Якутии. И не только Якутии, это было достижение
всей Русской Православной Церкви, что в главном храме страны звучит якутский голос, якутский язык. А позапрошлом году, в апреле, у него настроение было не очень. Как-то один раз, потом второй раз. И потом я спрашиваю, что, владыка? Он посмеялся, потом говорит, 1 мая позвали его в Москву в американское подворье для службы. А почему, я думаю, что там волноваться и так далее? Он говорит, не зря там зовут. Обычно, когда вместе с патриархом там служат, оказывается, есть такая практика, отправляет, ну, дальше, за рубеж или куда там, на новую службу. Он никак не хотел. Он говорит, я уже влюбился в Якутию, я уже якутянин, я якут. Он по-якутски слова говорил. И вот у него вот такое настроение было в апреле. Где-то в мае после этой службы мы встретились. У него настроение очень хорошее, уже другое. И говорит, я буду служить тут. И народ Саха тянулся к доброму пастырю, сердцем ощущая его искренность и любовь. Владыка Зосима, крокурдук сырдык духалахки, кита коштерете. Владыка Зосима был человек особенный, смиренный и со светлой душой ребенка. Когда он впервые вошел в храм, его божественная и сильная аура окутала всех нас. Тихо. Молитву он начал читать тихо, чтобы не вспугнуть и не взволновать нас. Я заглянула ему в глаза и поняла, что он любимый дитя Господа Бога. Я это сразу поняла, почувствовала всем своим сердцем. Когда он приходил на службу и проходил мимо нас, то его божественная сила распространялась до каждого прихожанина. Поэтому я думаю, что он любимый и истинный дитя Божий. Он отличается от всех остальных священников. Однажды мы встретили его на улице у церкви. Он вышел из машины и, увидев нас издалека, поклонился нам. И это очень удивило и восхитило нас. Даже сейчас я вспоминаю об этом случае с особым волнением. Когда он благословлял нас, душа успокаивалась, приходило умиротворение и счастье. Господь дает нам много испытаний, лишения, скорби, болезни. Есть еще одно. Оно стоит особняком. Это испытание властью и славой. Епископ Зосима выдержал и его. Он в своем сердце никогда не стремился быть руководителем, быть, наверное, епископом, потому что он весь полностью, как говорится, до самой глубины сердца, он был монах, он был молитвенник, он был очень прост, никогда вот не требовал к себе никакого внимания, такого особого внимания. Облачение у него было простое, даже вот я помню такой случай, отцы подарили на Пасху ему хорошее расшитое облачение, а он просто-напросто одел один раз и положил его, повесил в шкаф, потому что ему было стыдно носить это. Потому что, говорит, народ, многие люди голодают, многие одеваются очень просто, а я буду вот стоять в таком красивом облачении. Это все говорит о том, что действительно владыка у нас был, как я уже говорил, народный архиерей, он всегда был с народом. Мало кто знает, что у владыки Зосимы никогда не было унтов. А ведь это самая важная часть зимнего гардероба в Якутии. Все подаренные епископу унты
Он жертвовал в пользу нуждающихся. И жертвенность почившего пастыря не была разовой. Вся его жизнь — это жертва во славу Божию. Владыка, когда приехал в Якутск, и он говорил неоднократно, причем сейчас после его смерти можно сказать, что ему Господь открыл, что вот его срок архиерейства в Якутии связан с завершением реставрации Богородского храма. Она тогда была в развалинах, помню, первый молебен, просто вот когда входишь и видишь такие полуразрушенные стены. И мы все думали, что ну вот это будет срок, который он пройдет, потом он уедет в север, поскольку на севере обычно больше 10 лет архиерей трудно уже задержаться по здоровью в других условиях. А вот получилось, что действительно владыка восстановил церковь и ушел из жизни. 1 сентября 2008 года была забита первая свая духовно-просветительского центра. И сделан первый шаг навстречу вечности. И вот он, грандиозный праздник. Приезд патриарха всея Руси, открытие центра, множество гостей. Владыке Зосиме не пришлось ощутить мгновение счастья на этом празднике. Но он был с нами, в памяти, сердце и в речах выступающих. Я вспоминаю почившего владыку, который очень много сделал для того, чтобы сегодняшний день стал реальностью. Мы отслужили сегодня литию на его могиле, молились о упокоении его светлой души. Пусть память его сохраняется в народе, пусть память его помогает священнослужителям ставить перед собой смелые задачи и их решать.
Мы помним вас, дорогой владыка Зосима, и просим, научите, как нам жить. Я думаю, что надо открыто просто пропагандировать, прежде всего, нравственное начало общества в обществе, нравственное начало, евангельское начало, на которое строилась жизнь и Европы, и Америки, и России. 1000 лет. И здесь в Якутии почти 400 лет насаждалась нравственность христианская. Вот. И мы говорим о национальных ценностях. Да, национальные ценности, безусловно, существуют, культурные ценности, народные, безусловно, так сказать, существуют. Но мы живем в огромном цивилизационном пространстве. Сейчас один народ не может выжить. Ему все равно где-то он покупает машины, где-то он покупает одежду, где-то он достает какие-то полезные ископаемые, где-то, значит, хлеб покупает. То есть мы все равно общаемся с народами общаемся, живем в многонациональном сообществе. Именно поэтому христианские ценности, евангельские ценности, которые мы насаждаем в обществе, позволяют нам умиряться. И нет вот этой вот вражды народов, а есть единое большое пространство, единый большой народ, вот, хотя и с разными этносами. Вот это как раз христианское начало, а без этого у нас ничего не получится. А еще владыка любил повторять наставления апостола Павла. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите.